Так, здоровое сердце и сердечно-сосудистая система. Добрый день. Добрый день всем. Давайте присоединяемся. Всем ассаламу алейкум. Баршаңызға ораза қабыл болсын. Добрый вечер, добрый день, добрый день. Сегодня у нас тема здоровое сердце и сердечно-сосудистая система. Пока народ собирается, себя представлю. Меня зовут Данияр Кемелов Сейтханович. Я по специальности кардиолог, врач-кардиолог, терапевт, функционалистом работал. И тема наша сегодня здоровое сердце и сердечно-сосудистая система, потому что в этой сфере я очень хорошо знаю, 8 лет работал. Добрый день всем. Ассаламу алейкум. Здесь, по-моему, еще азербайджанцы, есть Киргизия, еще кто есть? Казахстан. Все города. Давайте присоединяйся. Уже в этой сфере я примерно 5-6 лет. Но раньше работал кардиологом. Первое направление было у меня врач общей практики. Скорой помощи работал, врач общей практики. Потом кардиоревматологом работал. Потом участковым тоже работал в поликлинике. У нас же есть врачи, у нас здесь многоуважаемые, очень хорошие специалисты есть. Но сейчас в данный момент направление вообще по-другому у нас. То есть профилактическая медицина, нутрициология, диетология. То есть это направление вообще другое направление. Я хочу начинать сначала, как я сюда приехал. То есть несколько лет назад я работал в районном центре. Это Сузакский район. Там я работал главным кардиологом. Не только главным кардиологом, я и главным кардиоревматологом был. Я там детским кардиологом, функционалистом, УЗИ, тредмил, аппараты всякие. Еще по смертности тоже в статистику делал. То есть 5-6 направлений я и курировал, гемодиализ, реанимацию курировал, санавиацию. То есть очень ответственная работа была у нас. 7-8 лет такой стаж. В такие продукты мы вообще не верили, я вообще не признавал. Я думал, это все халтуры. Но как-то уже менялись. Это как? То есть наши пациенты нас учили, наши пациенты, мы как-то им не могли помочь, но они какую-то продукцию, какие-то компании принимали, и колоссальные результаты пошли. И я у них спросил, что вы пьете? Они, оказывается, такие продукты пьют, которые мы хаяли, которые мы ненавидели. И получилось так, что я потихоньку такие продукты использовал. Конечно, это, как сказать, огромное вложение моей жены. Она тоже занималась такими продуктами, компаниями. Я 6 месяцев не признавал. Я запретил употреблять такие продукты. Но все равно жизнь чуть-чуть, как сказать, продукты постепенно мы использовали. То есть
Я вчерашнего дня слушаю, не вчерашнего, уже недели два во время карантина, слушаю нескольких прямых эфиров. Очень, как мы раньше не работали с такими интернетами, не знаю, но это очень хорошая вещь оказывается, потому что мы работали тет-на-тет, как говорят, офлайн работали, и вот эту вещь мы не знали, оказывается, но колоссальную энергию мы возьмем, побольше узнаем. Давайте перейдем к теме. То есть, когда мы начали по продукции работать, я настолько верил в продукцию, потому что у нас были результаты такие, колоссальные результаты, и мы массово включили пациентам. То есть у меня же все было на руках, и я школы здоровья проводил. Всех пациентов, у меня 5500 пациентов были, всех собирали поэтапно и включили в здоровье, как надо питаться, как надо пить воду, как надо принимать, как надо спортом заниматься, как надо обливание делать. Все мы научили. И примерно, и, конечно, продукты, основные инструменты, БАДы, продукты давали. И я им давал даже лекарства, бесплатные лекарства. Я им говорил, вот это возьмите, но не пейте. Вот такие продукты есть, давайте пейте. Даже меня коллеги называли далласским клубом покупателей, потому что такой же фильм есть, который, если не смотрели, можете смотреть. Такой фильм есть «Далласские покупатели», который фармакологическая компания и биологическая активная добавка, там между ними война была в Америке несколько лет назад. И что потом? 6 месяцев мы настолько работали, с населением работали. И какое-то время о нас узнал почти весь Казахстан. Почему? Наши, по статистике, районный вот этот показатель в самом внизу был у нас. В самом внизу. Постоянно вот этот Сузакский район в самом внизу был. Но за 6 месяцев мы в тройке были. В тройке в самом верху были. Почему? Потому что смертность понизился, потому что БСК понизился, потому что вот эта инвалидность, все показатели наверх пошли, потому что мы действительно, у меня была врачебная команда, и у Жанара была команда, и вот это все пошло вверх. Но обратная сторона есть у монеты, вы знаете. Почему? Потому что падала именно наш главврач у Минздравия, очень хороший выговор получил, и расследование было, внутреннее расследование. Оказывается, Данияр со своей командой что-то делает, там весь населению пудрит мозги. И что? Потом у меня был выбор: или работать по специальности, идти их дорогой, или уволиться. И я выбрал решение и написал заявление, и тогда я уволился. Конечно, все были против, конечно, родственники, коллеги, все были против. Что ты делаешь? Я просто сжигал все мосты, потому что знал, это правильная дорога, знал, что это будущее, знал, что это то, что я хочу. Итак, уже 5 лет, 5-6 лет уже в это направлении был. Но, когда сейчас я встречаюсь со своими коллегами, они говорят: Данияр, вообще-то ты правильно сделал.
правильный выбор сделал. Почему? Даже год назад я со своей главным внештатным кардиологом встретился специально, в гостях был у нее. Она говорит: Данияр, ты очень правильную дорогу выбрал, потому что я рад, говорит она, я рад, что ты ушел из этого дурдома, говорил даже. Представляете себе? Потому что, да, у врачей очень колоссальная ответственность, у врачей колоссальный труд, но все равно мы как-то не защищены, потому что мы работаем, нас как-то держат в рамках, и я уважаю тех врачей, которые сейчас в этой дороге рекомендуют такие продукции, уважаю, потому что очень трудно, когда ты работаешь и таких продукций даешь, и это действительно уважаю. И, как сказать, и я сравниваю же, сейчас сравниваю тот раз, которым мы давали продукции, с нашими продуктами, которыми мы сейчас работаем. Наши продукты десятикратно лучшие. Потому что за 5-6 лет я наблюдаю же несколькими пациентами, клиенты, партнеры есть у нас. Я с этими продуктами, с нашими японскими продуктами, за 2-3 месяца результаты делаю, которые за 3-4-5 лет не делал. Представляете себе? Это действительно такое открытие. Да, вроде маленькие продукты. Вчера тоже я встречался с кем-то. Он говорит: что-то маленький. Маленький, говорит. Что-то простовато выглядит. Нет, это просто бомба. Действительно, это просто бомба. Потому что оно уникальное, работает во всех сферах. Давайте перейдем к сердечно-сосудистой системе. Меня хорошо слышно, да? Я как-то начал себя. Хорошо слышно? Ага. Давайте. Өз звугыңды аш дейді Оралбай аға. Естіліп жатырмын ба? Ага. Сердечно-сосудистая система. Самый первый, смертность, самая первая это БСК, сердечно-сосудистая система. Это, говорит, тихая смерть. Вообще 67% людей в данный момент умирает от сердечно-сосудистой системы. Второе это онкологическая болезнь. Третье это сахарная эндокринологическая болезнь. Четвертое это там бытовые, авария. И потом это инфекционные вот эти вещи. То есть самая основная вещь. БСК сейчас настолько молодеет. 17-летние инфарктники я встречал. 17-летние инфарктники. Раньше с этим диагнозом болел пожилые же люди. Сейчас молодеет. Давление, ИБС, инфаркт, инсульт. Врожденные даже инсультные бывают. Почему? Потому что вся наша пища сейчас это трансжиры, это быстрая еда. Быстрая еда говорит быстрая смерть, вы знаете. То есть вот эти все вещи сейчас, чтобы не в мире, все вот эти вещи сейчас уничтожает человеческий организм, человеческий разум. И надо двигаться сейчас в других направлениях. И я хочу делиться, как я именно повышал оздоровление БСК, оздоровление. Мы же школу проводили, мы это уже знаем, как надо оздоровить свое сердце, свой сосуд. Потому что сердце это такой благородный орган, который работает день и ночь. Когда вы спите, когда вы говорите, когда вы радуетесь, когда вы отдыхаете, везде всегда работает. Самое основное.
основной орган. А сердечно-сосудистая система, кровеносный сосуд, это, как сказать, если измерять наш кровеносный сосуд, это почти десятитысячные километры сосуды. И там постепенно холестериновая бляшка же, тромбы, бляшки закупориваются. И постепенно с 20 лет, 25 лет уже у нас постепенно сосуды бітіп қалады, қатып қалады ішінде, холестериновая бляшка. И каждый день человек, оказывается, надо ходить 10 тысяч метров или 10 тысяч километров, 10 тысяч метров, да, 10 тысяч шаг. Если человек каждый день ходит и каждый день 2-2,5 литра воды пьет, сосуд бывает чистым, сосуд. Из-за этого мы постоянно говорим, пейте воды, двигайтесь и потом принимайте такие продукты. Что любит сердце? Сердце любит, сосуды любят движение, сосуды любят воду, кровь разъезжает вода, не тромбокард, не аспирин. И потом, что любит сердце? Магний, кальций, мышечные вот это. Надо принимать такие продукции. И у нас есть такие продукты, которые для сердца очень хорошо помогают. Это витамин А плюс Б. Вот этот продукт я сейчас даю. Да, витамин А плюс это полное очищение, как сказать, очищает и противовирусные, противогрибковые, противопаразитарные, противовоспалительные. Весь воспалительный процесс, весь онкологический, доброкачественный, злокачественные опухоли, вот эти мужские, женские, герпесные, даже которые бедюлик дейді ғой, даже им можно. Еще оно очень хорошо очищает и сосуды, лимфатические сосуды, кишечник очищает. А рядом есть вот этот витамин В+, чисто сердечный, можно давать чисто сердечно-сосудистый. Там есть еще витаминные комплексы, макроэлементы, микроэлементы, которые восстанавливают сердце, которые восстанавливают давление, которые очищают сосуды, которые даже очищают микрососуды, диссергаторная энцефалопатия, головные сосуды, катаракта, глаукома, еще сахарный диабет очень хорошо помогает. Почему сахарный диабет? Самый первый риск сердечно-сосудистой системы – это сахарный диабет. Представляете? Самый первый – сахарный диабет. Второй – это лишний вес. Третье – это излишнее употребление жирной пищи, трансжиры. Сейчас везде трансжиры. Трансжиры, вы знаете, да, что это такое? Это, которые KFC, MFC, вот этот быстрый, который жарят на одном масле. Наши все майонезы, кетчупы, масло, все сейчас изготавливается из трансжиров. Трансжир это очень нехорошая вещь, которая закупоривает наши все сосуды. Четвертое – это артериальное давление. Пятое – курение и наследственность. Сахарный диабет. И везде стоит вот этот большой излишний вес. Потому что излишний вес – это фактор риска и сердечно-сосудистый, и сахарный диабет, и онкологическое заболевание. Почему? Потому что жиры – это гормоны эстрогены, а онкологические клетки питаются этими гормонами. И из-за этого мы говорим: бросай вес, бросай вес, бросай вес. Потому что это вообще страшное. Сейчас в мире идет такой, как сказать, излишний вес идет. Из-за этого надо очищать вот эти все процессы. Лишний вес мы потом будем разговаривать, потому что я сам был 108 килограммов раньше. 108 килограммов.
Я сейчас 72-76 килограммов примерно. Я знаю, как это делать, потому что я 3-4 года боролся с этими лишними весами. Второе, это что? Курение. Курение это вообще это страшно тоже. Тоже факторы риска входят. Если курите, надо бросать. Действительно надо бросать, потому что это вообще страшный враг номер один для сердца, для сосудов, для всех, для легких. Враг номер один. И потом что? Надо вот эти соблюдать. Как не диету, просто правильно питаться надо, правильно питаться. Овощи, фрукты, еще зелени, еще сердце любит рыбу, рыбные вещи, омега-3, омега-6, омега-9, вот эти вещи надо любить. Еще надо двигаться, каждый день надо двигаться 20, 30, 40 минут. И если вы двигаетесь, очищаются и сосуды, и очищаются лимфатические сосуды. Все взаимосвязаны. Нет такое лекарства, нет такой продукт, который возьмешь и пьешь, и все, болезни уходят. У нас же бывают такие случаи, мы даем какие-то продукции, даем кому-то несколько десятков человеков, из них 20, 30, 40, 50, 60% очень хорошие результаты получают, а некоторые не получают. Почему? Вы знаете почему? Потому что они не знают, как употреблять. Они не знают технику, как употреблять. Вот это надо, учить надо. И это наше не первое же выступление, мы постоянно будем выступать. И если вы правильно воду, правильно вот это даете правильное направление по здоровью, то будет колоссально мощный результат, потому что мы видели уже. Второе. Так. У кого сейчас лишний вес, давайте. Первый показатель. Давайте читаем. У кого сейчас лишний вес? Как измерять им это, знаете, да? Вес и рост. Потом вот этот фактор риска надо считать. Вес. И потом, кто курит, кто малоподвижный образ делает, кто употребляет все жирные, быстрая еда, кола, мола. Вот эти все входят на факторы риска. Если вы один из факторов или двух факторов рисков употребляете, делаете, то однозначно в будущем вот эти сосуды, как сказать, ИБСники, будущие ИБСники, будущие ХСНы, будущие вот эти проблемы начинаются. Из-за этого говорят наши уважаемые Фархат Мирза, вы должны быть продуктом своего продукта. Начинать надо с себя. Почему? Потому что если вы дарите всем здоровье, дарите всем здоровое сердце, здоровое вот это отношение, надо начинать с себя. Люди смотрят на вас. Когда вы говорите о красоте, когда вы говорите о здоровье, они же смотрят на вас и думают, да, я верю к этому человеку, потому что он выглядит здоровым. Я верю этому человеку, потому что он выглядит успешным. Правильно? Надо начинать с себя. Из-за этого сейчас, во время Рамадана, и мы сейчас тоже держим уразу, это очищение. Очищение от всех вот этих лишних килограммов, лишних убеждений, лишних проблем. От всех надо очищаться. И к этому мы идем.
к этому нам помогают такие продукции. Я сейчас пью, сам пью во время уразы вот это Застера и Каротен. Застера и Каротен плюс. Застера это полное очищение. Очищение. Сорбент это. Весь, когда попадает в организм, он весь шлаки, вирусы, токсины, паразитарные токсины, весь шлак всасывает и вытаскивает наружу. Очень хорошо очищает, очень хорошо восстанавливает пищеварительную систему, очень хорошо восстанавливает кишечный дисбаланс, очень хорошо восстанавливает, очищает кожу, сахарный диабет. И еще питает, цинк есть внутри, вирусы, вот эти все вещи. Ага. Вопросы потом, хорошо? И если очищается, то, естественно, вес уходит. Потому что большинство излишние весы – это водно-солевые балансы и гормональные нарушения. Почему водно-солевой баланс? В организме есть много-много-много токсинов, химикатов, вот эти тяжелые металлы. И чтобы вот эти вредные вещества не разрушил клетку, организм держит в себе воду. Из-за этого отечный синдром начинается, гормональное нарушение. А вот эти продукты очищают вот этот весь процесс, нормализуют гормон, и вес нормализуется постепенно. Да, есть сейчас такие продукты, которые употребляешь, и сразу вес уходит. Это мочегонные препараты. Они работают с последствиями, но причина-то остается. А такие продукты оно восстанавливает и изменяет изнутри. Если изменяется изнутри, причина уходит, то постепенно улучшается вот это состояние. А второе это Каротен плюс. Каротен плюс чисто для, как сказать, для глаз, катаракта, глаукома, цветоощущение, дальновидность, ближевидность и нарушения головные. Это Паркинсона, это Альцгеймера, даже склеродермия, такой болезни есть. В мире нету, лечения нету к этому болезни. У меня был пару пациентов, которые с этими диагнозами болел. Они постоянно спросили у меня, когда выйдет такой продукт, который для нашего диагноза. К сожалению, нету они сейчас, но такие продукты выходят, потому что именно информация на одном месте не стоит. Сейчас такие технологии, такие продукты выходят, что уже радует. А вот этот продукт для этих заболеваний очень хорошо действует. Вот эти оба. Можете употреблять во время уразы, во время, тем более сейчас весна, иммунитет падает, всякие болячки входят. Ну, почему я об этой системе рассказал? Потому что система сейчас, именно фармакологическая система, работает на последствиях. Причина, никто не думает о причинах. Так что берите вот это свое здоровье, свою жизнь, свою вот этот семью, ответственность берите в себе. Потому что сейчас уже все изменяется. Как иммунитет надо поднимать, здоровье надо сохранить. Это и ваши деньги экономит, и это вашу энергию, и вашу, как сказать, экономит. Почему? Например, у меня 3 сына. Раньше они болели хроническим заболеванием. Это бронхиальная астма. Они всегда аэрозолями ходили, аэрозолями, сальбутамол, берадуал, вот такими вещами. Раньше, 5 лет назад, хронические, то есть будущие хубылщики они. Мы так думали, мы врачебная семья, моя жена тоже врач, например. А жена, у нее тоже хроническое заболевание, бруцеллез, гепатит, гормональное нарушение, все это было. У меня ХБЛ, у меня ХС, ИБС, у меня вот этот лишний вес. Вот эти все вещи были. Мы врачебная семья, если мы не заботились о своей здоровье, то
вы знаете, как обычные люди своей здоровью относились. Представляете? И мы все вот эти заболевания, вот эти заболевания сейчас нету у нас. Аллаху шукр, нету. Мы каждый месяц 50-60 тысяч тенге только для лекарства уходило. Сейчас мы дорогу забыли именно в поликлинику, именно в фармакологическую вот, аптеку. Только за маской ходили недавно, за один маску купил. Знаете, вот и мы сейчас людям именно вот эту вещь скажем. Потому что в данный момент здоровье это самое первое направление. Если все богатства у вас есть, но здоровья нету, это вообще будет. Потому что я знаю, как это. Я работал со своими пациентами. Я работал, и я им давал всю вот это, как сказать, правильную дорогу. Когда мы работали с пациентами, вот этими 5500 пациентов были у меня. Я вот эту систему туда вникал. Командная система. Друг друга научил. Друг друга вот это, как надо правильно пить, как надо футбол играли, например. Вот такие вещи мы делали. Почему? Потому что в основное, еще туда хочу вложить, стресс. Почему люди болеют? Потому что у них умирают все вот эти мечты, умирают. Цель. Почему, когда люди выходят на пенсию, быстро стареют? Почему? Потому что у них уже цель уходит, потребность, как признание уходит. Вот это из-за этого люди быстро стареют, люди быстро, и организм начинает убить себя. Вот такие вещи происходят в организме. И надо. И вот здесь мы получаем и по здоровью, и по духовности, и по интеллектуально развиваемся, и, конечно, материально развиваемся. Я тогда 6 лет, когда 7 лет работал, у меня была зарплата 54 тысячи тенге, например. 54 тысячи тенге я 7 лет работал. И когда мы к этому направлению переходили, самая высокая зарплата у нас была 7-8 тысяч долларов в месяц. Представляете себе, какой скачок был у нас. Мы были раньше в компаниях, ауылдың қазақтың баласымыз ғой, орысша да білмейміз, басқа да білмейміз. Но білеміз, что но мы знаем, что здесь очень хороший, как сказать, новички же к нам приходят сейчас, новички. Я их слушаю и вижу, и я как вспоминаю раньше, как я работал. И вот эту энергию чуть-чуть мы потеряли. Почему? Потому что надо, когда человек знает, когда человек и каждый день благодарность, каждый день спасибо слышит, оно уже энергию дает, вот эта вещь. Это такой тонкая вещь. И в данный момент я что хочу сказать, вот эти, которые мы работаем по специальной продукции, это делюкс продукции. Делюкс. То есть по тибетской медицине и обезболивающие, и противовоспалительные, и противогрибковая, противоопухолевая система, паразитарная система. Все в одном месте. Вообще, вот это очень хорошая вещь. И я слышал, есть ян-продукция и есть ин-продукция. Ян-продукция, наоборот, спровоцирует вот эти онкологические клетки, а ин-продукция, наоборот, убивает онкологические клетки. Из-за этого нашего продукта это ин-продукция, которая убивает онкологические клетки, убивает вот эти все свободные радикалы, все болячки. Представляете себе? То есть в Японии вот эти продукты продаются как онкологический продукт, противоонкологический. А по статистике в будущем, сейчас даже, после 2020 года, каждый четвертый из 4 человек один
болеет онкологическим болезнью. Это очень большая статистика, потому что сейчас вообще и по питанию, и по электронике очень скачки идет. И это для организма очень большой стресс делает. Так, сколько у нас времени? Что-то я готовился по слайду, но как-то ноутбуком проблема была, и мы спонтанно вышли вот так. Я обещаю вам в следующий раз по слайду говорить, по слайду. И каждые 2 дня, каждые 3 дня я буду выходить в эфир и буду с вами работать. Хорошо? И следующие продукты у нас можно давать саумал. Саумал тоже очень хорошо очищает именно легочную систему. Легочную, туберкулез, плеврит. И я хочу добавить, я вспомнил, вот этот Витамарин А+, легочная система, туберкулез, пневмония, плеврит, бронхит, тоже очень хорошо помогает. Аллергические заболевания, аллергетикам очень хорошо помогает. Вот эта вещь. Как похож на саумал. Саумал тоже очень хорошо помогает. В чем его выгода? Саумал можно давать и детям, и беременным, и кормящим. Эти продукты чуть-чуть надо быть осторожно с детьми, кормящими, беременным. Остальным всем можно давать. А саумал, если у вас будет такой случай, когда дети, ну, например, у нас был случай, двухмесячный ребенок, пневмонии в реанимации лежал. Мы не знали, что давать, вот эту не могли давать, и включили саумал, и 1 капсулу разделили на 2, и с реанимации выходил. Вот это. За 4 дня восстановился. Так. О, еще есть много времени, оказывается. Так, давайте к сердцу. И самое главное, я думаю, новички же есть здесь, которые у них страх, внутри страх. Я не врач, я не знаю по продукциям, я что-то как-то страшно вот так говорит. Наоборот, новички, наоборот, которые не знающие люди, не знающие партнеры, очень хорошо работают здесь. Это не лекарство, не бойтесь, это питание, это БАДы, это, как сказать, тамақ дейді ғой, тамақ қой, тамақ. Қорықпаңыздар. Это не лекарство, не бойтесь. Просто надо давать, и у вас есть самые основные мықты врачтарыңыз бар. Врачи здесь. Вообще я уважаю здешних врачей, потому что они профессионалы своего дела. И каждый раз, когда услышу, я у них беру вот эти, потому что я тоже не знаю. Многие вещи я тоже не знаю. Да, по своей специальности знаю, но в основном все вещи у них беру. Здесь есть врачи, официальный врач Мудырханом есть здесь. И в чате есть у нас врачи. И все вопросы вы можете собрать и своему спонсору отдать. И в чате мы все 20 врачей там консилиум делаем, например. Как? Вот так, вот так. У нас есть чаты. Так что не бойтесь, потому что у вас все инструменты в руках. Все инструменты. И продукции, и врачебный состав есть, и бизнес, и вот это вещи. А если еще сейчас в данный момент вот эти все продукты, базовые продукты, вот эти все продукты базовые, надо максимально давать людям, тем более в это время, весной. Потом добавлять можно и спирулину. Еще у нас вообще бомбы продукты есть, которые после карантина будет, иншаллах, прийти. Но пока давайте дадите вот эти продукты. Для меня вот эти продукты самые первые продукты. Уважающие продукты, вот эти продукты. Витамарин плюс саумал. И вот это я сейчас пью. Вообще супер. Вот этот продукт со стеростеротином. И я сегодня тоже слышал у кого-то,
Оказывается, вот эти продукты у нас еще продаются по 120 тысяч тенге. Представляете себе, люди так продают наши спирулину, наши вот эти продукты по 120, по 130 тысяч тенге продают в рынке. Представляете, и люди берут вот эти продукты. Почему? Потому что результаты есть здесь. Результаты колоссальные. Если я буду говорить о результатах, до утра можно здесь говорить. Но я не хочу вот эти. Потому что вы каждый день слышите вот эти вещи. Так. Вот эти все вопросы можете отправить свои. Потому что по вопросам у нас отдельный чат есть. Информация о продукте. Вот там можете профессиональную ответ получать, потому что там уже показать. Да, покажу. Да, но не сейчас. Да, 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 да. Ну, псориазом, говорит. Псориаз это сломанный лимфатический сосуд. Сломанный. Псориаз, экзема, витилиго. То есть, когда у нас же есть лимфатические сосуды, есть, которые вытаскивают все мусоры. Если они будут забиты, сломаны, то открываются пожарные очаги. Это что? Это наша кожа. Пожарные очаги открываются, и из них выходит все гадость. Из-за этого говорят, псориаз, вот эти аутоиммунные говорят, что-то как-то не пошло не так. Но наши продукты, я раньше к этим диагнозам вообще близко не подходил. Но с этими продуктами я чуть-чуть уже назначению делаю, потому что результаты дают по псориазам, по экземам, по витилигам, еще аллергические реакции, вот эти. Аллергия это тоже защитный комплекс, я думаю. Потому что аллергия, когда вы даете такие продукции, как-то в организме изменения идет, диагностика идет. То есть организм дает ответную реакцию. Вот здесь болит у тебя, вот здесь болит, чуть-чуть обострение дает. Обострение это хорошо, потому что болезнь это и есть лечение. Если болит, если что-то изменение пошло, это нормально. Потому что и аллергия, и диарея, и вот тошнота, рвота, вот эти все вещи, это очищающие вещи. Очищающие вещи. И когда вот эти вещи случаются, когда вы даете продукцию, это нормально. Надо поздравить вот этого человека. И когда мне звонят и говорят, доктор, у меня вот эта проблема, что мне делать, я болею, я им говорю, поздравляю, у вас уже результаты идут. Молодец. И они сами не понимают, что я говорю. Почему? Потому что здесь, например, лекарственная форма, лекарственное лекарство, наоборот, обезболивает, а вот эти вещи открывают весь твой багаж и покажет тебе вот твои проблемы. И очищаются вот эти все вещи. Еще, да, инсулиндерге отырғандарға көмек береді. Инсулин. Сахарный диабет. Сахарный диабет в медицине неизлечим, но здесь излечим. Потому что у нас были результаты, которые... Сахарный диабет это панкреатит. Если гормон не вырабатывает вот этот поджелудочная железа, то начинается сахарный диабет. Сахарный диабет, при сахарном диабете застера с каротеном можно давать. Можете саумал давать, можете витамарин давать. Очень хорошо помогает. Ага. Так, еще какие вопросы есть? То есть, давайте закругляемся. При БСК что будете давать?
сердечно-сосудистая система, давление, ИБС, инфаркт, инсульт, дисциркуляторная энцефалопатия, тромбоэмболия, тромбофлебит. Витамарин А плюс Б очень хорошо помогает. Витамарин А плюс Б можете и можете изостероскоротеном можете включить. Самая основная вещь, вот этот витамарин В+, именно сердечно-сосудистой системе очень хорошо помогает. Еще вместе с этим, что говорите? Надо употреблять воду. Надо употреблять воду, потому что кровь разжижает только вода. И потом обязательно 20-30 минут, 40 минут на улицу. Пусть ходят в кислороде, пусть ходят. У нас сейчас, да, карантин, но если в 6 утра выйти в стадион, там народ ходит в масках. Почему? Они знают. Даже инсультники были у нас, которые парализованы. Я их заставил ходить. Потому что ходить надо, ходить. Болезнь именно начинается из малоподвижного образа жизни. Вот эти 3 вещи, если соблюдаете, продукция, вода и ходьба, движение, все будет классно тогда. А если не соблюдает, такие же люди есть, которые не хочет пить воду, не хочет идти работать или походить. Это уже чуть-чуть по-другому надо. По психологии надо работать. По психологии. Потому что это тоже другое направление. И бедность, и болезнь начинается с головы, говорят. Потому что это мышление бедного человека, мышление больного человека. Даже у меня были ситуации, такие ситуации. Не хочу говорить, кто это. Они получали результаты. Мой пациент, очень тяжелый пациент, получил результат, и через некоторое время его с инвалидности вытаскивал. И он потом мне говорит: почему ты меня оздоровил? У меня нету теперь инвалидности, говорят. Такие люди тоже есть, которые чуть-чуть надо работать. Некоторым людям нравится болеть, некоторым людям нравится жалеть. Вот такие вещи. А жизнь не отвечает за потребность. Жизнь отвечает, когда ты достойный. Когда ты плывешь против течения. Когда ты делаешь свою работу, свою направление делаешь. И физическое здоровье, и вот эта вещь очень связана с друг другом. Из-за этого у нас сейчас вот это направление дает нам 4 направления из-за этого. Это очень колоссальная вещь. Не надо смотреть только на сердце, не надо смотреть только на здоровье. Надо двигаться по 3-4 направлениям. Это интеллектуально, это здоровье физически, это духовность и это материальность. Вот это направление. Духовно, когда вы развиваетесь, когда что дает, когда Всевышний вам трудности дает, болезнь дает, чтобы вы росли изнутри, чтобы вы укрепились снаружи. Трудности дает. Из-за этого я говорю, это нормальные вещи. Нигде не бывает легко. Трудности это хорошо. Қазақта сөз бар ғой, аясаң аяма дейді. Біз кейбір кезде не қылып кетеміз, аяп кетеміз. Аямау керек дейді. Сол үшін еще вот эти вещи. Так, сколько времени у нас осталось? Так, 10 минут. Қимылдау керек. Еще я сейчас, у меня наставники есть именно по здоровью направлению. Онкологические врачи есть, высшие онкологи, высшие терапевты есть направления. Я у них постоянно мотивацию возьму, постоянно направление возьму.
Некоторые вопросы я, если не могу решить, у них спрашиваю. Потому что мы все же командой, мы все знаем. По кардиологической направлению, если у вас будут вопросы, пожалуйста, профессионально я вам отвечу. А по другим направлениям есть у нас еще хорошие врачи. Завтра еще хочу вам предупредить, завтра мой инфекционист, врач-пульмонолог, инфекционист выйдет в прямой эфир. Примерно 2 или 3 часа будем. Я в чат отправлю, потому что она тоже очень, я у нее постоянно спрашиваю, Гульмира Ишанова. Я специально ссылку дам, и вы будете у нее тоже учиться. Она сейчас работающая, 20-летний, 30-летний стажем, пульмонолог, инфекционист, и по этой направлению профессионал своего дела. И мы попросили ее, и она тоже завтра выступит. Это же хорошо. Мы каждый день узнаем ближе себя, каждый день. И я такие энергии не получал даже на больших презентациях. Это вообще интересно, оказывается. Каждый день принимаем энергию, каждый день друг друга вдохновляем. Это очень хорошо, потому что здоровье и психологически, и физически все начинается из мелочей, из каких-то мелочей. И все это вдохновляет человека. И мы идем дальше. Да, здоровье это хорошо. Да, мы говорим, не лечите людей, вот эти все вещи говорим, но я тоже когда-то пришел из вот таких маленьких вещей. Я оздоровить хотел себя. Мне не надо было бизнес. Мне вообще не интересно было. Но постепенно, по шагам мы шли сюда из-за этого. Почему? Потому что человек получает здесь признание, человек получает здесь здоровье, человек получает здесь знания. Вот эти знания, которые нам Фархат Мырза дает, мы когда-то 5 лет назад по 250 тысяч тенге взяли. Представляете? Сейчас бесплатно вот эти знания дается. Ну, бесплатно никто не хочет. По 250 тысяч тенге мы вот эти знания получали, чтобы изучать. Каждый день у нас обучение дается. Но как-то несерьезно. И вот эти знания, уровень очень высшие знания. Я действительно обожаю эту компанию. Я люблю. И у нас здесь партнеры сидят из Азербайджана, из Баку. Они тоже 8-7 месяцев уже борются, чтобы работать. Представляете, у них там сейчас нету продукции. Вот эти продукции у вас навалом сейчас. Они борются. Тем более вот это прямо в карантин попали, продукты не заходят. Люди борются вот эти за продукцию. Продукция вообще супер, продукция просто бомба. И надо просто говорить, верить и принимать, и всем говорить надо. Потому что не бойтесь, продукты действительно на 100% работают. Конечно, первое это Всевышний. Все мы друг другу причины. Бір-бірімізге себепшіміз дейміз ғой. И всегда я этому говорю, что мы друг друга просто причина. И какие-то больные, болезни, все это ищет, то, что ищет, то, что вы предлагаете, ищет вас. То, что мы ищем, ищет нас, да? Подобное тянется к подобному. И я каждый день радуюсь, что действительно мы в этом направлении работаем, потому что мир меняется, потому что все сейчас, когда 5 лет назад все 6 лет назад 70-80% люди были против, сейчас уже потребность повышается и для здоровья, и для работы, и для вот этого психологического вещи, интеллектуального вещи, потому что это просто бомба. И во время карантина, тем более во время карантина, у нас, видите же, доходы повышаются у всех. Почему? Потому что именно мы приспосабливаемся к жизни. Если бы не было карантин, мы бы вот так не разговаривали. Мы бы
шли в тет-на-тет, хотели работать. Ну, жизнь нас заставляет. Зато мы уже научились по интернетам работать, научились по-русски разговаривать. Я вообще русский не смог разговаривать. Но жизнь заставляет, жизнь нас гоняет. Сколько у нас времени осталось? Ну, 5 минут. Давайте какие-то вопросы задавайте напоследок, что как-то я их потом буду отвечать на следующий прямой эфир. Следующий прямой эфир будет у нас завтра по здоровьям, 3 часам. Там будем разговаривать про легких, потому что специалист по вот это инфекционист, пульмонологи будет выходить Гульмира Ишанова, и вы будете по легких узнать. Сегодня узнали чуть-чуть по сердцу, что это. Сердце любит вот это 3 вещи, которые я сказал. Оразаның кезінде қандай өнім ішеміз? Оразаның кезінде мен кеше беріп жатырмын витамарин А плюс сәресіге Б плюс кешке аузыңызды ашқан кезде ішсеңіз болады. Немесе застераны сәресіде и каротенді аузыңызды ашқан кезде ішуіңізге болады. Барлығы да тамақтан алдын ішу керек. Тем более ораза кезінде аш қарынға ішетін болсаңыз действие 2 есе 3 есе тез болады. Тазарып жатыр ғой организміңіз, бірден сіңеді. Хорошо? Голова сильно болит, из носа идет кровь. Это хорошо или плохо? Ну, значит, у вас какое-то давление скачок. Или давление поднимался, или кровь. Кровь надо разжать. Воду правильно пейте, пожалуйста. Воду правильно пейте. Голова болит и кровь – это давление, однозначно. Время, да? Простата аденома бойынша. Простата аденома, витамарин А плюс Б очень хорошо помогает. Простата аденома. Мужские и женские процессы очень хорошо помогают. Да, здесь у нас сильные врачи, вообще мощные врачи. Я у них все время беру вот эти информации, потому что я тоже по специальности знаю, но по другому специальности не все же знаю. Из-за этого я у них беру все информации. Хорошо, сохраним YouTube, да? Еще какие вопросы? Мне очень приятно, 208 человек. Это самая большая аудитория у меня. Как-то. И я хочу вот эту аудиторию на 2000, 3, 4, 5 тысяч, 6, 10 тысяч хочу сделать. Потому что это действительно очень хорошая вещь. Не надо. И сохраним, и в YouTube вложим. Но мы постараемся в YouTube не на 24 часа. Все наши прямые эфиры мы сохраняем в YouTube. У меня есть YouTube канал и Instagram канал. Этот канал официальный канал Марина Хиллс. Сонная артерия бетельген. Да, можете начинать с витамарина, сонной артерии, и потом будет включать натокиназу, когда придет вот эта продукция. Давление. Можете давление, витамарин А плюс Б. И жаңағы су қимыл қозғалыс. Стенд қойған кісілерге не бересіз? Жаңағы қимылдатқыңыз, қозғалдырыңыз и витамарин А плюс Б берсеңіз болады. В данный момент. Потом можете включить натокиназу. Потом можете включить спирулину. Но самая главная вещь это движение и вода. Хорошо, ладно. Всем до свидания. Всем здоровья. Благодарю всех. Извините за технические вот эти вещи. Я по слайду готовился. Хорошо? В следующий раз буду как-то профессионально. Это мой первый эфир. Тем более по-русски. Если бы было бы казахский, я бы по-другому разговаривал. Так что всем спасибо, всем до свидания. Я люблю вас всех. До свидания.